Уважаемые слушатели, сегодня я расскажу немного об особо охраняемых природных территориях, которые есть на, собственно, территории нашей родной республики, на территории Республики Коми. Начнем с того, что разберемся с самим определением, что такое сами эти особо охраняемые природные территории. Согласно федеральному закону, принятому еще в 1995 году и до сих пор действующему, пусть и в новой редакции с некоторыми уточнениями и изменениями, особо охраняемые природные территории – это некоторые участки либо, собственно, земной поверхности, то есть территории, либо водной поверхности, то есть акватории, и воздушные пространства над ними, где располагаются те или иные природные объекты, которые имеют, объекты либо комплексы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное и прочее значение, и которые полностью либо частично изъяты из хозяйственного использования, и на которых установлен тот или иной режим охраны. При этом особо охраняемые природные территории – это объекты общенационального достояния, и сберечь их – это, в общем-то, наш долг. Сохранять, развивать и так далее. Какие бывают особо охраняемые природные территории в зависимости от режима охраны? Вот здесь на слайде представлено 6 современных видов этих территорий, которые определяются федеральным законодательством. Это государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. При этом законами субъектов федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения. К примеру, на территории Республики Коми есть такая категория, как особо охраняемый природный ландшафт. И, соответственно, все эти категории могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться соответственно, в ведении либо федеральной, либо региональной, либо местной исполнительной власти. Или органов местного самоуправления, если мы говорим о особо охраняемых территориях местного значения. Посмотрим на них более подробно, исходя из тех, которые территории, в первую очередь, есть в Республике Коми. Государственный природный заповедник. Это наиболее существенная, наиболее крупная форма ООПТ. ООПТ, то есть особо охраняемые природные территории. Это ООПТ федерального значения, где природная среда сохраняется в естественном состоянии, и на территории которого полностью запрещается экономическая и иная деятельность, за исключением некоторых случаев, которые предусмотрены, соответственно, федеральным законом номер 33. Эти земельные участки и природные ресурсы, которые находятся в пределах заповедника, находятся в федеральной собственности и не подлежат отчуждению из, собственно, федеральной собственности. На территории нашей республики есть один государственный природный заповедник уровня биосферного заповедника. Это Печора-Илочский государственный природный биосферный заповедник. Расположен он на юго-востоке республики в зоне Урала. Вот здесь на картинке показано его расположение и приведен сайт, зайдя на который вы можете ознакомиться с этим заповедником более подробно. Что, собственно говоря, он из себя представляет? Он создан в 1930 году на западных предгорьях Урала для сохранения природного комплекса северо-востока европейской части СССР. В основном он создавался как резерват для сохранения условий обитания соболя. Это один из наиболее крупных и наиболее известных европейских резерватов. Граничит он с национальным парком Юга-2
И, в общем-то, охраняется в первую очередь сейчас как резерват лесной, резерват лесов. Печора-Илочский заповедник известен первой в мире лосефермой, созданной в целях одомашнивания лосей. Но само одомашнивание, к сожалению, в полной мере не удалось, но лосеферма существует и поныне. И если вы захотите, то вы сможете посетить и сам заповедник и поприсутствовать на этой лосеферме, посмотреть на процесс дойки лосей, если удастся, и познакомиться с бытом, собственно, лосефермы. Второй уровень особо охраняемых природных территорий – это национальные парки. Национальный парк – это тоже ООПТ федерального значения, в границах которого, который выделяют зоны, где природная среда сохраняется в естественном состоянии, и зоны, где возможна некоторая деятельность в целях сохранения этой территории или ее использования для, простите, здесь опечатка у меня, для рекреации. То есть режим охраны в национальных парках несколько менее строгий, чем в государственных природных заповедниках. И особенность национальных парков в том, что большой акцент делается на посещение национальных парков туристами, то есть на использование этой территории, в том числе и для отдыха населения. На территории нашей республики есть два национальных парка. Это национальный парк Юга-2, вот здесь приведена его эмблема и сайт этого национального парка, и национальный парк Койгородский, соответственно, тоже его эмблема и сайт, на котором его сайт. Да? Что из себя представляет национальный парк Юга-2? Это территория, которая граничит с государственным природным заповедником Печора-Илочским, находится на несколько севернее его. Это один из крупнейших национальных парков Европы, но по некоторым оценкам вообще является крупнейшим парком, но как минимум один из крупнейших. И содержит самый большой в Европе массив условно первичных бореальных лесов. То есть считается, что на этой территории отсутствовала полностью хозяйственная деятельность человека, и, соответственно, леса, которые здесь находятся, они никогда не подвергались антропогенному влиянию, ну, по крайней мере, прямому антропогенному влиянию. То есть косвенному, понятно, что у нас подвергалась почти вся планета. Не подвергались прямому антропогенному влиянию и, соответственно, сохранились в несколько таком девственном состоянии. Ну, как минимум, это крупный, уцелевший в первозданном состоянии лесной участок на территории Европы, что достаточно ценно. Помимо этого, вместе с национальным парком, национальный парк Юга-2 вместе с Печора-Илочским заповедником образует объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО, который называется девственные леса Коми или Virgin Komi Forests. Вот здесь приведен фрагмент соответствующей страницы сайта ЮНЕСКО, на которой приводится описание этой территории. Вот здесь приводится фотографии этого лесного массива. Приводится год, когда он выведен как объект всемирного природного наследия, точнее, это 95-й год, и критерии этого выведения, то есть показывающие, что это лесной резерват, находящийся в условно девственном состоянии. Ну и, соответственно, показано, где находится этот объект. К сожалению, на территории Юга-2 находится месторождение золота, и неоднократно власти республики выступали с предложением продолжить разработку этого золота, соответственно, изъять это месторождение из территории национального парка.
Ну, допустим, взамен отдать какие-то другие территории. Проблема здесь в том, что как раз месторождение золота находится именно на территории вот этих вот условно первичных девственных лесов. И изъятие, собственно, нарушит ценность этого объекта. И вероятнее всего, если это изъятие произойдет, то мы лишимся статуса объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО, и, соответственно, сам национальный парк потеряет значительную часть своей ценности. Но, к сожалению, в нашей жизни всегда приходится выбирать. Либо мы сохраняем природу, ну, по крайней мере, в значительной части приходится выбирать, либо мы сохраняем природу, либо мы добываем полезные ископаемые. Второй национальный парк, который у нас есть, новый национальный парк, то есть если Юга-2 это относительно старый, он создан в 1994 году, то второй национальный парк это Кайгородский. Он создан недавно, то есть окончательно в 2019 году он сформирован и имеет еще очень малую историю. Находится он на юге нашей республики, граничит с Кировской областью и граничит, собственно говоря, с Киевским заповедником Норгуш. Вот его некоторые виды. К сожалению, здесь вот только зимние виды из их альбома, который у них приведен. Этот национальный парк тоже сохраняется как резерват лесной, ну, лесоболотный, лучше, наверное, сказать таким образом. Третий уровень особо охраняемых природных территорий – это природные парки. Природные парки, в общем-то, это некоторый аналог национального парка, то есть это территория, в границах которой выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное либо рекреационное назначение, и, соответственно, устанавливаются запреты на ведение той или иной деятельности. Но, в отличие от национального парка, который является ОПТ федерального значения, природный парк – это особо охраняемая природная территория регионального значения. На нашей территории природных парков нет, поэтому перейдем к следующему уровню. Государственные природные заповедники. Государственный природный заповедник – это территория либо акватория, имеющая особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов, целых природных комплексов, или их компонентов отдельных, ну и, соответственно, для поддержания экологического баланса. Природные государственные заказники могут быть как федеральными, так и региональными, то есть федерального либо регионального значения. И в зависимости от того компонента, который охраняется, они могут иметь разный профиль. Вот здесь в таблице справа приведено распределение заказников по профилям разным в Республике Коми на 2014 год. Здесь данные. Сейчас они немного изменились, но в общем порядок цифр остался примерно тем же самым. То есть у нас есть комплексные или ландшафтные заказники, предназначенные для сохранения и восстановления целых природных комплексов, то есть вот целых природных ландшафтов. У нас есть разнообразные биологические заказники, которые предназначены для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе и видов, которые ценны в хозяйственном, научном или культурном отношении. Ну, вот, например, у нас есть ботанические заказники, теологические заказники, то есть заказники, в которых охраняются в первую очередь ценные виды рыб, лесные заказники и отдельный вид мы выделяем кедровых заказников, то есть сохраняется хозяйственно ценная культура кедр, и луговые заказники. Могут быть гидрологические заказники. У нас их на нашей территории большое количество, что, в общем, связано как, собственно, с большим количеством болот у нас, так и это в некоторой степени является
Отзвуком мелиоративной практики 70-80-х годов, для борьбы с которой, собственно, многие ценные ягодники были выведены как болотные заказники. Сейчас, правда, многие из них уже потеряли свое значение, постепенно выводятся из этого статуса. Гидрологические, в нашем случае это болотные заказники, они предназначены для сохранения и восстановления ценных водных объектов, либо целых водных экосистем, ну в данном случае болот. И геологические заказники предназначены для сохранения ценных объектов и комплексов неживой природы. У нас такие на нашей территории тоже есть. Ну вот некоторые пейзажи, вот болотный заказник, лесной заказник и один из видов, в данном случае, по-моему, тоже болотный заказник в тундровой зоне на севере нашей республики. Следующий уровень – это памятники природы. Памятник природы – это уникальный, невосполнимый, ценный в каком-то экологическом, научном, культурном или эстетическом отношении, либо целый природный комплекс, либо отдельный объект естественного, но несколько реже искусственного происхождения. Опять же, в зависимости от своего профиля, они могут быть разными, но и в таблице справа приведены те памятники природы, которые у нас есть. У нас есть болотные памятники природы, у нас есть отдельно ботанические памятники, у нас есть водные памятники, отдельные от болотных, геологические, кедровые, лесные и луговые. Ну и нетрудно увидеть, что у нас наибольшее количество памятников природы геологических, болотных, ботанических и кедровых. Ну, собственно говоря, что естественно для территории нашей республики и для нашего климата. Вот примеры некоторых памятников природы. Памятник природы геологический – это пещера, или памятник природы водный – это водопады на реке Халмерью. Дендрологические парки и ботанические сады. Это тоже один из уровней, один из видов, особо охраняемых природных территорий. Это некоторые коллекции, территории, на которой созданы специальные коллекции растений, за которыми ведется постоянное наблюдение, учет, и предназначение которых это сохранение растительного мира и сохранение его разнообразия. В республике Коми есть как минимум 3 крупных ботанических сада. Это ботанический сад при Институте биологии Федерального исследовательского центра Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук и при Сыктывкарском государственном университете имени Екатерины Сорокина. И есть у нас дендрарий, иначе дендрологический парк, который находится при Коми республиканском центре экологического образования, то есть бывшей станции ЮНАТО. К сожалению, официального статуса особо охраняемых природных территорий они пока не имеют. Хотя вот в последнем случае, то есть в случае дендрологического парка, коллектив нашей кафедры несколько лет назад выполнял исследование, заказанное нам РЦО, по составлению документации для выведения дендрария их как особо охраняемые природные территории регионального либо местного значения. Но там по независимым от нас причинам это несколько застопорилось, но я надеюсь, что это удастся, и дендрологический парк будет выведен как ООПТ. Система ОПТ и вообще совокупность всех особо охраняемых природных территорий Республики Коми, она нуждается в постоянном мониторинге, в постоянном уточнении, развитии и так далее. То есть территории, которые входят в эту сеть, они иногда теряют свой статус и должны быть выведены, и лишены статуса особо охраняемых природных территорий.
И наоборот, периодически выявляются новые территории с высоким биологическим разнообразием или ценные в каких-то иных аспектах, и которые, соответственно, должны быть введены в систему ООПТ. Курирует эту деятельность Центр по ООПТ при природе Республики Коми. Правильно называется Центр по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий, природопользования. И руководит им Александр Ермаков. Вот он приведен здесь на фотографии слева. В этом центре работают в том числе и работали, и работают выпускники нашей кафедры в довольно большом количестве. Ну и, соответственно, мы тоже с ним плодотворно сотрудничаем. А, собственно, деятельность по мониторингу самих особо охраняемых природных территорий, по выявлению новых территорий, которые должны быть включены в систему ООПТ, в основном обеспечивают сотрудники Института биологии Федерального исследовательского центра Коми, научного центра Уральского отделения РАН. Вот фотография их головного здания приведена здесь на фотографии справа. И в этом тоже институте биологии, следует отметить, активно работают наши выпускники, и наши студенты активно сотрудничают с этим институтом, соответственно, через кафедру, выполняя как мониторинговые исследования, так и, собственно, какие-то исследовательские проекты в рамках, в том числе, мониторинга особо охраняемых природных территорий Республики Коми. Что в итоге? В итоге, на состояние на 31 декабря 2020 года в Республике Коми функционирует 3 особо охраняемых природных территории федерального значения, то есть это упомянутый мной Печора-Илочский природный биосферный заповедник, это национальный парк Юга-2 и национальный парк Койгородский. Есть также 228 особо охраняемых природных территорий республиканского регионального значения, в том числе 169 государственных природных заказника и 59 памятников природы. Ну и параллельно с этим существует еще 2 особо охраняемых природных территории местного значения. 2 особо охраняемых природных территорий. Общая площадь особо охраняемых природных территорий у нас составляет примерно 13% от площади республики. Это хороший показатель, которого, в общем-то, достигают не все регионы, не все страны. ООПТ регионального значения при этом занимают площадь около 2,8 миллионов гектаров, что составляет примерно 52% от площади всех ООПТ регионов, что, в общем, тоже хорошо. То есть у нас достаточно большая доля территории охвачена особо охраняемыми природными территориями, и можно, в принципе, говорить о существовании некоторого экологического каркаса, хотя нет предела совершенства, то есть естественно, что сеть ООПТ, она развивается и будет развиваться в дальнейшем. Ну и в ближайшей перспективе в рамках стратегического плана развития системы особо охраняемых природных территорий Республики Коми на период до 2030 года сейчас идет второй этап развития этой системы, который пройдет, начинается с текущего года до 2025 года. И в рамках этого этапа 6 особо охраняемых природных территорий, которые приведены вот здесь на экране, они будут исключены из системы ОПТ. Вот здесь в крайнем столбике справа указано в связи с чем. То есть в первую очередь сейчас эти особо охраняемые природные территории не будут просто так закрыты, а будут включены в состав каких-то новых, более крупных особо охраняемых природных территорий. Ну, к примеру, вот этот упомянутый мной ранее водопад на реке Халмерью, водный памятник природы, он будет включен в состав комплексного заказника Сила-Ваяха. Пысский и Созинский комплексные заказники войдут в состав нового большого комплексного заказника водораздела реки Пысы и Созин и так далее. Параллельно с этим будет создано 9 новых, предполагается создание 9 новых особо охраняемых природных территорий,
в том числе это 7 заказников, вот здесь они на экране приведены, в первую очередь комплексных и биологических, и 2 памятников природы. Здесь указано, на каких территориях это будет создано, и вы можете увидеть, что преимущественно это север республики. Но дело в том, что, к сожалению, тундровая зона у нас охвачена системой ОПТ несколько хуже, чем таежная зона. Ну, собственно говоря, теперь акцент делается на создании особо охраняемой природной территории там. Если вас когда-нибудь заинтересует информация о том, какие особо охраняемые природные территории находятся рядом с вашим местом проживания, то одним из наиболее удобных инструментов является геопортал Республики Коми. Там, если вы зайдете на главную страницу, то вы увидите вот такую картинку: кадастр особо охраняемых территорий, ОПТРК, кадастр особо охраняемых природных территорий, значит, описание и такая вот плашка «Войти». Значит, если нажмете на описание, то попадете на страницу вот с такой картинкой. Нет, если нажмете, да, все правильно, на страницу вот с такой картинкой и с описанием самого проекта, то есть с описанием этой информационной системы. А если нажмете на клавишу «Войти», то, собственно говоря, попадете вот на такой экран. С этим экраном можно работать, то есть здесь вы видите саму карту, ее можно приближать и отдалять. И слева у нас есть вкладки карты, слои, легенды, закладка, а справа у нас есть выбор ОПТ по муниципальным образованиям. Ну, для начала, если мы нажмем на клавишу «Слои», мы увидим слои этой карты, которые у нас есть. То есть это объекты инфраструктуры ОПТ регионального значения, собственно, ОПТ, лесохозяйственные границы и квартальная лесостроительная сеть. Ну и вот тут тоже у нас есть. Давайте для примера выберем муниципальное образование город Сыктывкар. Если мы кликнем по нему, мы увидим, что в этом муниципальном образовании есть 3 особо охраняемых природных территории, в том числе вот некий Белоборский. Опять же, если мы кликнем по нему, мы увидим уже в близком разрешении карту. Вот граница этого заказника. Вот мы видим информацию по ОПТ справа, название Белоборский, видим его площадь, видим, в каком муниципальном образовании он находится. Видим, что это заказник, причем заказник комплексный или ландшафтный иначе. И заказник это республиканского значения. В центре мы, собственно, видим карту, мы видим квартальную лесоустроительную сеть. В принципе, ее можно убрать, если она кому-то мешает. И видим некоторые значки, собственно говоря, значки легенды. Что мы здесь видим? Мы видим, что это заказник оборудованный, оборудован большим количеством аншлагов. Вот везде, здесь вот по краям, в первую очередь, и вдоль дорожек мы расставлены аншлаги, и мы можем их найти на территории. Мы видим, что здесь большое количество костровищ, то есть оборудованных беседок, да, с костровищами, где можно остановиться, отдохнуть, не боясь, в общем-то, пожара. Только, конечно, соблюдая правила поведения и, безусловно, соблюдая режим лесоохраны. И мы видим, что есть некоторые указатели, которые находятся со стороны, я так подозреваю, это Ситкиркиша. Да, собственно говоря, с его стороны и есть вот он здесь. Больше того, да, что мы можем, собственно говоря, еще увидеть в этой информационной системе. Мы видим, что справа внизу есть такая плашка, это паспорт ОПТ. Если мы на него нажмем, появится, собственно говоря, этот паспорт, представляющий собой несколько вкладок. Из первой вкладки мы узнаем основные сведения об этом заказнике, то есть когда он создан. Вот видите, он создан 24 октября 1967 года. Видим его профиль, категорию, значение.
его кадастровый номер, для чего он создан и что, собственно говоря, охраняется. Ведомственная подчиненность и так далее, так далее, так далее. На следующей вкладке «Территориальная структура и природные характеристики» мы можем увидеть его географическое положение, координаты, основные черты природы, то есть описание того, что там находится, и описание его границ, то есть где он проходит в словесном выражении. На следующей вкладке мы можем увидеть разрешенные и запрещенные на территории данного заказника виды деятельности. И, соответственно, можем распланировать, допустим, свой отдых. То есть, ну, вот, например, на территории заказника Белоборский разрешено любительское и спортивное рыболовство, установлено в законном порядке. То есть нам никто не мешает туда приехать и половить рыбу. Ну, а, например, заготовка древесины или живица там запрещена. То есть вырубать что-либо или подсекать для получения живицы туда ехать нам нельзя. Можем увидеть на следующей вкладке документы, согласно которым функционирует данный заказник. И на последней вкладке мы можем увидеть перечисление на русском и на латинском языках видов, которые включены в Красную книгу Республики Коми и встречаются на этой территории. Ну, то есть перед посещением данного заказника мы можем узнать, что это за растение, ну или животное. В данном случае растение, вот это аккордия, я не знаю, что такое, почечное, к сожалению. Но опять же можем погуглить и все это узнать. И вот тоже вот это фускопанария сомнительная, тоже не знаю, что такое. А остальное это все растения. Можем посмотреть. Вот еще и лишайник, псевдоверния, зернистая. Можем посмотреть и увидеть, что мы не должны собирать ни за что. Ну и не дай бог, как говорится, не затоптать, не поставить палатку на какой-то куртине той же сон травы, поскольку она охраняемая, и так далее, так далее, так далее. Вот это база данных, это информационная система особо охраняемой природной территории Республики Коми, размещенная на геопортале. Она может вам помочь в планировании своего отдыха, в знакомстве с нашей республикой, с ее природой и с ее, ну, живой, точнее, не живой природой, да, то есть ее составляющими различными. Благодарю за внимание и до новых встреч.